Калистрат Фалалеевич Жаков, коми-зырянский и российский ученый, философ, писатель, прожил удивительную жизнь, полную, как он считает сам, ошибок, противоречивых устремлений и в то же время движения, постоянного движения вперед, позволившему ему стать, по мнению современникам, зырянским Ломоносовым и зырянским Фаустом. Необычайные способности проявились в нем уже в детстве, во время учебы в Усть-Сысольском уездном училище. Дальше было поступление в учительскую семинарию города Тотьма, после которой ему не разрешали учительствовать из-за его неблагонадежности. Он едет работать на Холуницкий завод чернорабочим, затем писарем работает в Карткеросе, поступает в реальное училище города Вологда, но его также оттуда после первого курса исключают. После реального училища был в попытке учиться в Петербургском лесном институте. Затем, после первого курса, он неожиданно решает, что он должен быть священником. Несколько месяцев работает преподавателем в монастырской школе, оставляет эту школу, возвращается вновь в Вологду, несколько лет находится под надзором полиции, и все эти годы были неустанного самообразования. Он изучает языки, проходит университетский курс по конспектам своих друзей, студентов. И, наконец, ему удалось в 30 лет сдать экзамен на аттестат зрелости и после этого поступить в Киевский университет на естественное отделение, факультет физико-математический. На третьем курсе переводится в Петербургский университет на словесное отделение. В 1901 году он заканчивает университет с дипломом первой степени и по представлению своего руководителя, профессора Жданова, остается на кафедре русского языка и литературы с последующим его переводом к профессорскому званию. К сожалению, после смерти своего руководителя, профессора Жданова, он вынужден был оставить университет, работает в различных учебных заведениях Петербурга, а в 1908 году Жакова приглашает к себе вновь созданный психоневрологический институт академик Бехтерев. Все годы жизни в Петербурге его мысли были направлены на развитие коми-края, его людей. Например, он написал в уездное собрание о необходимости технического училища, земства, об издании газеты на зырянском языке. Для него язык – это душа народа. И поэтому он считал, что если язык гибнет, то сам народ, как народ, будет гибнуть. Это потом он очень ярко показал в своих произведениях. Выдающийся ученый в разных областях знания, Жаков проявил себя и как блестящий оратор. Студенты боготворили его, где бы он ни работал. Он считал, что спасение человечества начинается со спасения отдельного человека, а спасение человека в просвещении его. И он видел миссию свою как раз в просвещении народа. Он готовил интеллигенцию из своих слушателей. Он писал, что интеллигенция – это соль земли, и нужны вожди духовные, чтобы просвещать людей, готовить их, будить их мысль, будить их, пробуждать их к жизни. Помимо того, что Жаков был блестящий ученый, блестящий педагог, оратор, прежде всего он был философ. И не по роду деятельности только, а по
характеру его личности, сущности его личности, который всегда стремился к познанию. Еще учась в реальном училище, познакомившись с философией Канта, в которой тот отрицает познаваемость вещей, познаваемость сущности вещей, на Жакова это произвело огромное впечатление, огромный стресс, потому что он всегда стремился к познанию. И когда авторитетнейший философ заявляет, что вещь в себе есть вещь в себе, которая непознаваема, он даже пытался покончить с собой. Но он начал разрабатывать собственную философскую систему, которая отвергает пессимизм. Он написал работу, издал работу «Теория переменного и предела в гносеологии и теории познания». А в 1912 году работа его уже называется так: «Основы эволюционной теории познания», в скобках «лимитизм». Тогда впервые сформулировал лимитизм. «Мир един, истина одна», полагал Жаков. А значит, познать мир возможно, но возможно через единый метод, который вобрал в себя синтез всех сокровищ человечества, синтез всех наук, философий и религий. Философ Виктор Ильин как-то в одной из своей статьи назвал Жакова гениальным неудачником. Конечно, он был неудачником в том плане, что он шел вне столбовой дороги философской мысли того времени, и поэтому он не был признан. Но, как писал сам Жаков, он пишет не для современников, а для потомков. Сейчас уже в 21 веке издаются его книги, и теперь в работах упоминается его имя в первом ряду с такими учеными, как Вернадский, Чижевский, Циолковский. Такое же гармоническое видение мира мы наблюдаем в его художественном творчестве, которое более всего известно читателю. Жаков написал несколько книг прозы: «На север в поисках за Памом и Мортом», «Из жизни и фантазии», «Очерки рабочих и крестьян на севере», в «Хвойных листах» рассказы Коми Морта, роман «Сквозь строй жизни», поэму «Биармия». В каждом из его произведений есть явленный материальный мир, и есть то, что он называл науминальным. Это невидимый мир, тайна мира, которую надо познать. В его произведениях мы видим жизнь коми-края рубежа XIX – начала XX века, подробности народного быта. Не случайно этнографы, его современники изучали быт коми-крестьянства по его произведениям. Жаков считал, что необходимо народное сознание поддерживать, а поддержка народного сознания идет через прошлое, даже если оно мифологическое прошлое, через мифы, предания, легенды, сказания. В 1916 году, в самое смутное время, во время империалистической войны в Финляндии, он пишет поэму «Биармия» о легендарной, загадочной стране, прародине Коми, как считает Жаков. Коми Морт, старик безгрешный, сказочник ты несравненный, набольший ты тун, волшебник. Покажи ты мне рубины древних сказок, песнопений, хризопразы прибауток, слов народных отдаленных. Те алмазы слез великих, поколений позабытых, халцедоны поговорок, мудрых притчей незабвенных. Чудеса свои раскрой ты, вымыслам всем дай движение, пусть посевы дум великих вырастают без препятствий на полях рассказов светлых. В этой поэме воплотилась мечта коми-человека о счастливом государственном устройстве, где человек коми живет в гармонии с природой, с миром
и который живет по законам высшим. Были старые, познайте, мир великий изучайте. О делах великих, старых передайте вы потомкам в песнопениях чудодейных. И любите Бога Енмар, исполняя все законы Бога Высшего на небе. Закончился этот этап жизни Ужакова в 1917 году. Закрылся психоневрологический институт. Жаков со своей женой переехал в город Валк, который находился на границе Эстонии и Латвии. И больше он никогда уже не был в России. Начался самый трудный период его жизни. Он находился практически без средств к существованию, но при всех материальных и физических страданиях, он был очень болен уже к тому времени, это было время максимального признания его как философа. Появляется целых два общества изучения лимитизма. Жакова не стало 20 января 1926 года. Похоронен на Рижском Покровском кладбище. Но его жизненные скитания на этом не закончились. Он был эксгумирован представителями общества Академии философии лимитизма. В планах этого общества было бальзамирование тела Жакова для помещения в саркофаг специального мавзолея. После многочисленных протестов родственников Жакова, общественности города Риги, учеников Жакова, тело было заново похоронено. А в 1990 году он упокоился на городском кладбище города Сыктывкара. Долгое время имя Жакова было под запретом как буржуазного националиста, но я считаю, то, что восприняли писатели 20-х годов непосредственно из творчества и личности, многие знали Жакова, и многие встречались с Жаковым, были знакомы с его системой ценностей, с его отношением к коми-культуре, коми-языку. И традиции Жакова через этих писателей, которые стали основоположниками национальной литературы, прошли через всю литературу коми. Только в 90-е годы, когда началась в стране перестройка, стало возможным обратиться к писателям, которые долгое время были невостребованы и запрещены. 2001 год здесь у нас в школе появился такой предмет, как коми-литература на русском языке. И вот на уроках коми-литературы рассказали о Калистрате Фалалеевиче Жакове. И вот на этом уроке наши даупонские ученики первый раз услышали про Калистрата Жакова. Вот мы удивляли, Жаков, кто такой Жаков? Выходили вот здесь опять же, встречались с людьми, проходящими возле школы, спрашивали, вы знаете, кто такой Жаков? Большинство не знали. Кто-то там говорил, что, наверное, это дедушка у Ваньки Жакова, там еще там что-то придумывали. В общем, вот начались исследования как бы с музеев нашего города. Мы были в архиве, там нашли личный фонд Калистрата Жакова, бывали в библиотеках, там собирали сведения. И уже только после этого дети сделали какие-то письменные отчеты. И вот на основе этих как бы собранных материалов решили создать просто информационный уголок Калистрата Жакова. Вот. И вот с этого начался наш музей. Экспозиции посвящены Калистрату Фалалеевичу Жакову. Здесь о его биографии, о его писательстве. Значит, раскрываем на уроках его философию лимитизма. Вот. Рассказываем о тех людях, которые сделали очень многое для того, чтобы вернуть, возвратить имя Жакова, реабилитировать его имя. Здесь у нас работают в основном школьники. А детей невозможно вот в приказном порядке, вот как, допустим, на урок там, физики завести, что ли. Здесь это добровольная работа, музейная работа. А чтобы это было интересно, они должны находить как бы для себя каждый.
или направление, допустим, там поисковую работу, или исследовательскую работу, или кому-то нравится экспозиционная работа, а кому-то нравится просто вот выступать, показывать, рассказывать. Иллюстрирование – это одно из интереснейших форм работы, особенно по произведениям Каллистрата Фалалеевича Жакова. На этой стене расположены картины, на которых изображены герои по преданию Каллистрата Фалалеевича Жакова «Бегство северных ветров». Леший в пармах колобродит, красные штаны надевши и кафтан зеленый сверху. В красной шапочке гуляет меж деревьев многошумных. Вихрем буйным мчится вдали, у ручьев звонко поющих, у великих рек кристальных, меж камней седых, недвижных, мхом зеленым в круг обросших. Материалы в нашей экспозиции в полном объеме рассказывают о жизни писателя, о его творчестве. В первую очередь хочу сказать, что фотографии рассказывают о жизни Каллистрата Жакова в родных местах, рассказывают о его жизни в Санкт-Петербурге, о его первой семье. Далее мы знаем, что его судьба складывается так, что после написания «Сквозь строй жизни» у него появляется вторая семья. Это уже жизнь в Прибалтике. И эти произведения, оригиналы этих произведений также представлены в нашей экспозиции. Первое – это поэма Каллистрата Жакова «Биармия», рукопись этой поэмы. Его лекции издавались на латышском языке. Вот эти брошюры тоже представлены в экспозиции нашего музея. Сегодня Жаков должен войти в нашу духовную жизнь как нравственная константа и как идеал самостоятельности, независимости мышления, неустанного движения вперед, стремления к добру и к истине. Как писал Жаков, человек свободен, ибо в нем энергия, воля, идея, творческое начало. И пусть это творческое начало никогда не покидает нас.